Вопросы развития казачества на территории Куми и патриотическое воспитание молодежи обсудил глава Коми с атаманами республики. Как отметил Владимир Уйба, сегодня республиканские власти доверяют казачеству и создают условия для его укрепления и развития. В частности, для притока молодых казаков и сохранения традиционной казачьей культуры. Сегодня в регионе ведется работа по объединению всех казачьих обществ республики в единую структуру. Сегодня должны не на словах, а на деле быть единой. Да? И когда сегодня говорят, Россия зашла в Украину, Россия не зашла в Украину. Россия зашла освобождать братские народы, которые 8 лет уничтожали, жгли, расстреливали, бомбили. И поэтому мы защищаем, как всегда, свою землю и свой народ. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Казачество Республики за участие в специальной военной операции и напрямую, и за опосредованно, за регулярный сбор гуманитарной помощи. На встрече представители казачества попросили поддержки в развитии кадетского образования. Необходимы дополнительные средства, чтобы обеспечить кадетов формой, а также их пребывание в школе на весь день с горячими обедами и дополнительной внеурочной занятостью. По мнению атаманов, под руководством опытных наставников дети смогут получить полноценное развитие и патриотическое воспитание. Владимир Уйба поддержал предложение и поручил региональному правительству проработать вопрос перевода 2 кадетских школ – Сосногорске и селе Коровий ручей. Формат школы полного дня. В прошлом году, 1 сентября, в Коровьем ручье, перед нашей кадетской школой, мы торжественно открыли памятник герою России Владимиру Павловичу Носову, гвардии капитану, командиру десантно-штурмовой роты, погибшему в ходе специальной военной операции. Вообще работа по увековечению памяти героев, отдавших свою жизнь за Родину, за други своя, это наша с вами обязанность и ответственность. На встрече атаманы подняли и вопрос об отсутствии закона о казачестве в Коми. Он мог бы дать представителям казачьих обществ финансовые и социальные гарантии, повысить престижность государственной службы российского казачества, а также расширить полномочия казаков в обеспечении общественной безопасности. Глава поручил Министерству национальной политики региона проанализировать практику других регионов Северо-Запада и начать разработку данного закона.